Мадамин Мусаевич, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 2020 жылдын 10 апрелине саат 8-ге карата өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берип коюубузга уруксат этиңиздер. 18 жаңы учур катталды өлкөдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8, Жалал Абад областында 3, Ысык Көл областында 1. Республика боюнча катталган учурлар 298 болду. Анын ичинен Жалал Абад областында 89, Ош областында 98, Ош шаарында 36, Чүй областында 15, Бишкек шаарында 42, Баткен областында 4, Нарын областында 10, жана Ысык Көл областында 4. Тилекке каршы bir адам Ноокат аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндөгү адам каза тапты, 87 жаштагы жаран. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн атынан, Саламаттык сактоо министрлигинин атынан алардын туугандарына, бала чакаларына көңүл айтып коюуга уруксат этиңиздер. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Bir сутканын ичинде 9 жаран чыкты стационардан. Анын эң негизгиси медицина кызматкерлери 5 учур катталды. Бүгүнкү күндө тилекке каршы медицина кызматкерлеринин ичинен 39 учур бул коронавирус менен ооруган учур такталды. 154 аял, 144 эркек, 298-дин ичинен, жаңы катталгандардын ичинен 7 киши аял жана 11 киши эркек. Жашына карата айта турган болсом, 298-ден 34-тү балдар 15 жашка чейин, анын ичинде 2 1 жашка чейин, 11 16-дан 19 жашка чейин, 75 киши 20-дан 35 жашка чейин, 106 киши 36 жаштан 55 жашка чейин, жана 72 киши 56 жаштан андан жогору. Бүгүнкү күндө стационарда 254 жаран жатат, анын 8-и оор абалда. Изилдөөлөргө келген анализдердин саны 22.554. Анын ичинен бүгүнкү күндө изилденген, жасалган анализдердин саны 20.575 болду. Bir сутканын ичинде 1979 анализ жасалды. Каттоодо турган же катнашта турган лаборатордук такталган оорулардын саны 6047 болду. Контактта болгон. Анын биринчи категориясы 1058, экинчи категориясы 4989-ду түздү. Расмий тилде айтып коеюн. Мүмкүн болсо расмий тилде кайталып койсо. Уважаемые телезрители, на 10 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 18 новых случаев. Из них в городе Бишкек 6 случаев, Чуйской области 8, Жалал-Абадской области 3 и Исык-Кульской области 1 случай. Всего в Кыргызстане подтвержденных случаев зарегистрировано 298. Из них по регионам: Жалал-Абадской области 89, Ошской области 98, город Ош 36, Чуйской области 15, город Бишкек 42, Баткенской области 4, Нарынской области 10 и Исык-Кульской области 4. К сожалению, за сутки зарегистрирована одна смерть пациента COVID-19. Больной 87 лет, из Ноокатской территориальной больницы. Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным и близким больного, умершего. За сутки в стационаре выписано 9 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Медицинских работников за сутки подтверждено 5 случаев. И всего медицинских работников получается 39 случаев. Из зарегистрированных положительных случаев 154 женщины, 144 мужчины. Среди новых случаев 7 женщин и 11 мужчин.
Если взять по возрасту, дети в возрасте до 15 лет составило 34. В том числе, я подчеркиваю, в том числе до 1 года 2 случая. От 16 до 19 11 случаев. От 20 до 35 лет 75 случаев. От 36 до 55 лет 106 случаев. 56 и старше 72 случая. В стационаре находится 254 больных. Из них тяжелое состояние 8. Всего умерших получается 5 случаев. Всего поступило образцов на исследование с 5 февраля 2020 года 22 554 анализов. Проведено анализов 20 575. За сутки проведено исследование 1979. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными COVID составило 6047. Из них близкий контакт первой категории 1058, другие контакты, то есть второй категории 4989. Спасибо за внимание. Спасибо. Теперь бы хотелось перейти к вопросам. И первый вопрос. Вечером 6 числа из Екатеринбурга прилетел чартерный рейс с кыргызстанцами на борту. Есть ли среди них зараженные коронавирусом? И если да, то сколько? Да, 6 числа из Екатеринбурга, Екатеринбург-Бишкек прилетело, значит, 17 пассажиров. Мы их всех взяли на ПЦР-анализ. Здесь все отрицательные. Это, к счастью, получается, что все пассажиры, значит, не имеют положительного анализа на COVID-19. Спасибо. Следующий вопрос. Когда будет дан прогноз по поводу эпидемиологической ситуации в стране? Когда населению ждать пика заболеваемости? Здесь я хотел, это самый сложный вопрос. Здесь работают, значит, наши профессора. У нас есть группа, это с преподавателей Кыргызской государственной медицинской академии, Кыргызско-Российско-Славянского университета, Института переподготовки и повышения квалификации. Они проводят анализ. Но я думаю, что в ближайшее время они точно скажут примерный, значит, прогноз. Потому что вы знаете, что прогноз дело неблагородное, поэтому мы сегодняшний день не можем ответить на этот вопрос. Спасибо. Какими препаратами лечат пациентов, у которых выявлен COVID-19? Достаточно ли их в Кыргызстане? У нас в основном это первое, это получается согласно клиническому протоколу. Лечится, значит, рекомендовано в основном противовирусные, значит, препараты. Это лопинавир, ритонавир и гидроксихлорохин. Но, кроме того, это лечение симптоматическое. То есть в зависимости от симптомов проводится лечение. Это у нас достаточно в Кыргызстане сегодняшний день. Это лекарства противовирусные препараты. Кроме того, мы имеем в запасе антибиотики и при необходимости другие, значит, лекарственные средства. Почему уволили главврача Алабукинской районной больницы, если за оснащением средствами защиты должны следить в Министерстве здравоохранения? Эти вопросы должны были проработать еще до начала эпидемии в Кыргызстане. Тут знаете, что, во-первых, я полностью не владею ситуацией, потому что в это время был я, значит, в Волжской области. В плане того, чтобы там действительно был случай, и по, значит, заявлению главного врача, здесь я думаю, что мы совместно и общественными организациями, и профсоюзными организациями будем изучать детали. Если действительно не будет, значит, вины главного врача, то это мы рассмотрим. Сколько Министерство здравоохранения потратило на средства защиты с личного счета и сколько было передано в качестве гуманитарной помощи? Здесь Министерство здравоохранения потратило те средства, которые, значит, заложены. Вы знаете, что 30 миллионов сомов на эпидфонд дополнительно выделено, согласно решению комитета и распоряжению правительства. Это средство направлено. Кроме того, вы знаете, открыт фонд
для помощи этим больным и по профилактике предупреждения. На сегодняшний день, значит, 115 миллионов сомов поступило этих средств. Из них вот 38 миллионов сомов сегодняшний день ушло на дополнительные, значит, стимулы, дополнительные мероприятия, которые направлены на предупреждение, значит, и профилактику коронавируса. Спасибо. Если экспресс-тесты не дают гарантии наличия вируса в организме человека, а только вводят в заблуждение, почему нельзя перейти только на ПЦР-тесты, дабы не тратить средства впустую? Вы знаете, экспресс-тест имеет 70%. Мы знаем, что 30% погрешности, но в первом плане, что оно применяется для контактных больных. И мы все равно, если экспресс-тест дают какой-то положительный анализ, мы обязательно проверяем на ПЦР-теста. Это в основном мы используем для скрининга, для выявления, значит, контактных. Это мы знаем сегодняшний день. Первое время действительно у нас реагентов не хватало для проведения ПЦР-теста. Сегодняшний день, слава богу, мы имеем сегодняшний день, поэтому мы будем, значит, больше акцентировать на ПЦР-тесты. Медики жалуются, что многих отправили в отпуск без содержания. Население столкнулось с нехваткой специалистов в медучреждениях. Почему допускаются подобные факты, учитывая нынешнюю ситуацию? Вы знаете, мы отправили это, но с сохранением заработной платы, гарантированной заработной платы. Но мы сегодняшний день привлекаем, когда мы отправляем в южные регионы, когда не хватает специалистов, когда создали мобильные бригады, мы привлекаем соответствующих специалистов. Как Минздрав собирается решать вопросы относительно нехватки или отсутствия лекарственных средств по причине закрытых границ? Это вопрос жизни и смерти. Это очень важный вопрос, потому что, значит, 97% сегодняшний день, вы знаете, лекарственные средства, изделия медицинского назначения – это импорт. Кыргызстан не производит лекарственные средства, но у нас имеется трехмесячный запас. Мы сегодняшний день прорабатываем международными организациями и другими странами по заполнению нехватающих лекарственных средств. Сегодняшний день все лечебные учреждения имеют необходимый запас лекарственных средств. Средства на покупку средств индивидуальной защиты выделяются, помогают в том числе и международные организации и доноры. В таком случае, почему до сих пор некоторые медики не обеспечены средствами защиты? Здесь важный вопрос в плане того, чтобы мы имеем сегодняшний день средства индивидуальной защиты. Я сейчас скажу, сколько мы, значит, получили. Действительно, многие организации сегодняшний день помогают. То, что мы получили и Китайской Народной Республики, международные организации, то, что средства индивидуальной защиты. Первое время, я уже говорил, не хватало. Сегодняшний день по мере необходимости мы обеспечиваем. В плане того, чтобы вот вчера то, что было, значит, передано Китайской Народной Республике средства индивидуальной защиты, мы распределили, значит, в основном это город Джалабад, значит, Алабукинский район, Сузакский район, Нокатский район, город Ош в первую очередь. Потом все равно сегодняшний день тоже мы получаем, значит, международные организации помощь, мы распределяем в зависимости от потребностей в тех регионах, где в первую очередь в этом нуждаются. И последний вопрос. В городском перинатальном центре города Ош развернуто обсервационное отделение для приема контактных беременных и рожениц. До сегодняшнего дня городской роддом уже принял несколько контактных, но у них был отрицательный анализ. А если среди них окажется положительный анализ на вирус? Мне известно, что есть одна беременная с положительным анализом, которая сейчас находится в больнице Кардио Азия. И если у нее начнутся роды, куда ее повезут? Зейнеп Абдукалыковна Исраилова прием этой роженицы может подвергнуть риску остальных рожениц, детей и весь медперсонал. Как вы решаете этот вопрос? Вы знаете, по родам в перинатальном центре города Ош и города Бишкек выделены два обсервационных отделения. В городе Ош это перинатальный центр, рассчитан на 30 коек, и родильный дом номер 2 города Бишкек.
То, что оно предназначено для беременных, рожениц и родильниц на случай подозрения, подтверждения случаев коронавируса. То, что мы сегодняшний день, если в случае наступления родов, персонал вовлеченный в данных отделениях подготовлен, обучен. Если роды будут проводиться в данных отделениях, то, что вы говорили, кардио-Азия, которая лежит одна беременная, мы знаем, это 37 недель, она помещена, вот то, что кардио-Азия, если будут роды, мы переведем в обсервационное отделение перинатального центра.